Это перадапошняя открытая лекция. Мы уже шмат чули про самые разные проблемы, про самые разные темы. И когда мы называли весь цикл открытых лекций «Колонное питание», из нескольких лекций таких с их назвами для меня вызывали некоторое удивление и цікавость. У Ірини Дубінецької ми тоді обмірковували, що старожитні цивілізації, як головне питання сьогодні, ці розуміння старожитних цивілізацій, це такі складана інтерпретація. Ну і середньовіччя так само, ось ми знову звертаємося до яких інших часов і трактовці ніяких концептів, я так розумію, етнічності, ті неетнічності і середньовіччя. І я думаю, що далі нам побачить. Чому це питання головне? Я розумію, чому воно головне для його, але я так думаю, що воно, напевно, має некое дочинення до всіх, до розуміння себе, часу, історії і так далі. Олег, дякую, Тетяна. Ну, я розумію, що мені дозволено буде з місця, так? Звісно, я думаю, як вам більш зручно. Шановні сябри, добрий вечір. Меня зовут Олег Дернович. Ну, в рамках 11 Летучего университета на этот год мне пропоновано, ті ухвалили, мою пропанову на встречную пропанову школу ВКЛ, ну, такая экспериментальная штука, на якой мы, и я, и ты, кто будет брать удел у наших спотканнях, будем подходить разом. І коли розпрацьовувалася така програма популяризації, інформування про курси і школи, які будуть відбуватися в рамках Летучого університету, всім лекторам, так можна назвати. Тут викладчик не зовсім пасує до терміну, тут зовсім інший формат. Допустим, інший Мацкевич, про слово лектор. Ось, і нам було пропоновано всім, хто буде вести тут некие свої курси, подумать про некую вступную лекцию, яка має адлюстровать некие важные в рамках этого курса идеи, подходы. Ведаете, сегодня про Великое княжество Литовское мы будем казать наименьше. Ну, все-таки я приведу несколько прикладов, як как бы конструктор працує на базе той методологии, яку мы сегодня с вами будем обмірковувати. А для меня важно, справді в рамках вступного курса, зазначить некоторые живые дискуссии этично-педагогічного плана. Этничность. Прочитание этничности в этот период, який для нас старожитным, для Заходней Римской Европы это середньовіччя, старожитность это цалком компетенции антики. Бо наш сьогодні курс ті школи, вона, конечно, будет тычна перш национальных историографий. Прочитание национальными историографиями неких базовых стандартных сюжетов в истории Великого княжества Литовского. Мы спробуем зрозуміти, откуда розниця в интерпретации тих самих сюжетів. І ось одна таких базовых подставовых речаў гэта розніца інтэрпрэтацыі історыяграфічнай, гэта розная этнічная інтэрпрэтацыя тых падзей, той гісторыі. Ёсць этнічная интерпретация, национальная интерпретация, даруйте. Это один аспект. И национальная, это позднейший час, это нация, это, конечно, уже для нас 19 стагоддзя сам проект нации. Але на самой справе, вельмі серьезная проблема, и сучасная заходняя гуманистика надає, між іншим,
гэтай праблеме вялікую увагу. Праблема наступная. Ці існавала этнічнасць у старажытным часе? Ну і ці калі яна існавала, у якой форме яна існавала? Ну і сённяшнюю сустрэчу, так разумею, нейкіх хвілін 40, так? Ну, чыста лекцыя, да? Як? Так, як бы, да. А потім, я розумію, що ми повинні зреагувати який час на мовчову дискусію, так? Сьогодні зустрічі ми будуємо наступним чином. Спочатку я вам розповіду кришечку про одну книжку і про ту дискусію, вельми активну, яка вибухнула з її нагоди. Потім ми з вами перейдемо до такої, якби, систематизації, які концепції адлюструє эта дискуссия. Ну и, может быть, когда поспеем, под конец мы крышечку закранем так само час перед возникновением ВКЛ на наших обшарах. Потому что ВКЛ, мы отдаем компетенцию той школы. І ось, на початку я хотів би з вами порозмовляти про одну книжку Флоріана Крути. Ну, занотовується, я так розумію, так? Яким, червоненьким чи синеньким? Які пише? Есть такие проблемы. Не знаю, Нет, тут все нормально, я думаю. Вот. Ну, это профессор Флоридского университета в Флориде. Алей, этот человек сам с походження румын, с Букарешти. Я сказал, что это Букарештский университет. И ввогуле ён вот для адукації, и, видите, перший год професійного життя у себе на родине в Румынии ён был полевым археологом, то есть он доследовал Подунавье, вот эту историческую Панонию римскую. Так? И он, сапраўды, пропустил про свои руки вот этот колоссальный материал. И так не с нуля. Але калі потрапил, ну, да, я где-то видите, звичайно бывает по программах различные штаты, застался там працаваць и вот, по сегодняшний день працую в Флориде. Он занялся такими теоретичными технологическими проблемами больше. И книжку, якую написал, The Making Class, ну, створение, я не ведаю, как перекласти, make it, створение славян, так? То есть это не придумывание, а конструирование, да, створение славян. Эта книга была побудована в значной степени на базе того археологического материала, теоретичного, который с собой, ну и плюс я спробовал сенсовать те новые концепции, які існують у світі вокруг проблемы этничности. У чим основа? Давайте слушайте, я же принес картинку, просто для визуализации, они не такие важные. Это, до речи, это довольно молодой человек. Вот, открыться, да? Вот, ну такие типовые румын, задоволенные, да. Слушайте, он мне моего века, между прочим, да, я так потом доведался. То есть люди уже, видите, моим веком уже пишут такие речи, які викликають сенсации. Вот я вам покажу, когда удастся сторонку, когда она не откроется, с департамента истории. О, нет, сори, это моя почта открывается, а не открывается. Ну ясно, интернет же не подключен. Окей, ну не важно. Там был просто список тих курсов, які он веде. И еще он открыл тогда одну мапу, как вы на просто розкажуть, які вам легше дати. Ага. Значит, в чем его ядро его концепции? Так? Ну, там, вы видите, вельми серьезная аргументация, серьезная тип фактологичности. Значит, его идея, подчеркнуть, такая, в принципе, справедливая.
видите, з усіх індоевропейських народів, Центральної, Усходньої Європи, ми можемо нечто певне казати про ранню історію вельми многих народів. В принципі, ми можемо казати про Балту. Це вовлі, якби, маргінес вовлі, якби, історії, там сидільствують там в лісах глухих. Мы нечто можем сказать про кельтов. Ну, много можем сказать про кельтов. Это неправильно даже внешне. Вельмиш можно сказать про кельтов. Потому что вовле Европа, варварских полетов, это кельтская. Мы можем сказать про перемещение германцев. Так. Ну и плюс все эти инвазии, какие приходят сзади. Мы можем сказать про иранцев, которые населяли по Черноморье. Один, ну не народ, конечно. Давайте використаємо такий осторожний термін етнічна супольність Європи, по якої, в принципі, не ясно. Ну, потому что не ясно, значит, немало огонь проекта концепции. Есть дискуссии. Это и славяне. Кто такие славяне? Не, ну это, серьезно, вот, и вы, наверное, когда начнете читать те археологическую литературу, те, там, скажем, агульно-историчную, вы не знаете для себя певного отказа. Разумеете? Но быцем бы вот як бы принято, что славян маркируя одна архаичная культура. Так званая пражская, либо Прага-Корчак, это вот позднейшее, это 7-8 столетие. И быцем бы у нас на Заходнем Полесье находят особенные поселения, які можна, поселища, які можна маркировать. Так само об этой культуре. Вот это як бы показывает нам инвазию славян там, с 7-8 столетия. А до этого мы ничего не маем. Мы маем, як пише Курта, у 6 столетии там пригадку одного царка. Вона от имен не видит в этих мифичных славянах. И что Курта доводит? Флориан Курта. Так? И он доводит. Ну, может быть, это прозвучит для вас так, Юлия Ситоцин, тебе правильно, что славяне это просто продукт византийской канцелярии. Да, это канцелярия. Разумеете, Византии, як імперії, яка претендує на вищесть і культурну цивілізаційну, політичну і воєнну, і приходиться мати справу з усіма народами, які оточають Україну. І кожному народу, ну, ті супольності, скажімо, осторожні, треба дати свій цепик, свою бірку, позначити їх. І ось, мовляв, у византийской канцелярии отбылось такое маркирование славян. Значит, некая такая супольность, якая живе, которая панонии. Я вам покажу на іншій мапі. Ось. Вот так. Это будущий аварский каганат. Значит, те барбари, за якими стикалася Візантія, були позначені візантийській канцелярії як ну, у них використовувався термін склаві. Так? Як склаві. Ну і от методологічно, в принципі, концепція така, можна сказати, революційна. Его концепция научная, это просто бред. Как это так, значит, а германцев что можно было, например... А кто такие германцы? И вот так само показывает. Значит, это в римской канцелярии придумали германцев, но это же вообще... Правильно, гениально. Уже рядом. Это чисто античный дискурс. Разумеете, все барбары размерковываются у свою нишу. Так, это римско-грецкий подход. И Курта показыває, як у середньовічне, это уже середньовічне, розумієте, що таке п'яте. Я не сказал, коли відбувається. Значить, по Вольфу Курта это ситуация 5, 6, 7 століття нашої ери. І Курта показує, як у, ну, давайте уже середньовічне, хотя для Візантії він так само
спрэчны, як аднаўляюцца антычныя маркеры, і яны пераносяць гэтыя маркеры на іншых народаў. А як формуецца гэты народ? Значит, яны обозвали его славянами, складными. Может быть, одно из самых слабых мест в концепции курты, кто такие складные. Ну, мається на увазі, это была сама назва, ці эта назва вынайдена власна візантыйцамі. Ну, там пишет, что, так, знаете, осторожно, что магчыма это была для, может быть, для какой-нибудь групповки и сама назва, яка була перенесена на усіх інших народів, ну, на всіх інших представників цієї супольності. А от як увогуле він розважає, формуються такі супольності? Він доводить, що він так само конструюється. І, видите, коли так все спросить, значит, конструюются амбициями, конструюются своими претензиями на владу. Вот, когда мы еще методологично поглубляемся, то есть самая главная концепция курты, что этничность, ну, вот эти старожитности, в раннем средневечье, давайте так будем выкористовывать термин, раннем средневечье, есть непозбежная прикмета социальности. И он получает такую схему, что даже в першому, может быть, еще строкать, у него термин big man, ну, великий человек, значит, некие великие люди захопливают, ну, тимают, захопливают владу, поспехово ее захопливают. Яны приймають, так само, він далі показує в архаїчному матеріалі, от це панонське насельство, приймає у якості знаків адмітності вищої улады, некоторые и римский импорт. А вельмі цікаво, даже чому-то пишет про женщин, что в значной ступени для той эпохи как раз женщины были проводниками этого стиля, потому что сярод археологов, які доследують уже позднейший час, для них відомо, що в період об'єднання державності жануючи у Пригожині з'являється, ну, використано, это может быть старый термин, неадекватно, тем не меньше, мне здається, в некой ступени про этновозначальный. Разумеете, там, не мужчинские прилады працы, там, поливания, а менавіта жануючи у Пригожині з'являються такими этновозначальными. Ну, вот он показывая, як это бигмены захоплюють уладу і поступово подпорядковують інше насельство. Значить, є одна серйозна проблема – мова. Да? Накольки мова працює у цій системі, і накольки вона з'являється етнозначальною. Ну, концепція курти, що мова не то, що зовсім не має значення, вона, в принципі, має вельми мале значення, ну і в тому тому, розумієте, бо у старожитності не было такой мовной регламентации. Разумеете, мы сегодня ходим в школки, так? Мы маем словники, мы маем грамматики. А люди старожитности, ну это как бы так более принято, они довольно легко переходили з одного узусства мовного, ну это вот то, что використовується у говорці, з одного узуса, окей, скажем, з одної мови на іншу мову. Ну, інша річ, що словниковий запас буде більш тепліший, розумієте, там, термінологічно не так розпрацьований, ну, скажімо, ті договорки. Так що перейти з одної мови на іншу, в принципі, у старожитний час не складало великої проблеми, куди важніше, видите, был який фактор сакральности. Потому что вот уже опроч курти інші дослідчики проблем етнічності, старожитності пишуть про те, що от той культ, який існував в громадстві, в этом соціумі, в этой супольності, він був куди більш важний, чим некі мовні особливості. А мову, ну, як я кажу, можна переключати. Так что вот Курта використовує таку метафору, что славяне возникли, ну там в одну книжку спрочается, скажем, не в Полесских болотах, да, там он автора, а у Адрианова Лимиса, давайте. То
ось той межі, так, яку відбудовував імператор Адріан, і на яку пошли колоссальные сродки. Ну, до речі, его еще Бенемосно критикует за то, что он пишет, что вот побудова этого Римеса как бы разорил империю, столько грошей было кинуто на ее возведение. Значит, что тут принципово о концепции Крути? Вот это инструментальность, инструментализм, что паводле Крути этничность старожитную можно конструировать, ну ті відбудовувати, який вам більш подобається термін. Увогуле, треба сказати, що уявлення про етнос як про некую гомогенну супольність, яка існує вічно, ну, яка існує у оглядній історичній перспективі, да, ретроспективі. Это явление достались нам от романтизма, ну, это значит от интеллектуальной и культурной ситуации початку 19 столетия, ну, колесо вплывом идеи французской революции и такой экспансии наполеоновской Франции. Вельми моцно оживлялись, деформовались то, что мы назовем национальные подшутки во всей Европе. И оттуда как раз это уявление про вечность этноса и походит. Сегодня эта концепция мае термин, так означается примордиализм. Есть золотой, так я не видел, может быть, это вам потребно. Примордиализм подтверждает, что этнос існує вельми довгий час. Ну, конечно, он там відчуває некие зміни, але вот тут важно, что когда мы просим на европейскую ситуацию, что европейские нации, паводле концепции примордиализма, сучасного, примордиализм не відмовляє формування нації, що эти нації мають некую етнічну базу, яка проглядається у старожитності. Ну і у концепції якраз гомогенних етносів чи примордиалізму вельми активно використовується така біологічна термінологія, ну, я б сказати, біологічні метафори, що от нації, етноси народжаються, розвиваються, приходять у занепад, зникають. А що супротстоїть от концепции примордиализма? Інші концепции. Обычно вообще-то пишется примордиализм. Я по-русски пишу. А вы не зауважили. Супротстоит концепция конструктивизма. Она находится у такой идеологичной дискуссивности. И на сегодня такие самые яркие осеродок конструктивистской концепции этноса, этничности в свете мы можем окреслить как Венскую школу историчной этнографии. Так, это сформовано у рамках такой немецкой думки. Ну, які ім'я можна пригадати? Напевно, ви їх чули. Гельнер, Хобсбаум, Андерсон. Видите, коли я почав крышечку анализовать, ну, знайомиться, так сказать, их биографии, оказалось, что они как бы все пришельцы, то есть все переселенцы, так? То есть они в своих краинах, вот тут Хобсбаум, так? Лично таким британским, ангельским марксистским
Так. Это Геллер. Геллер, да, там подписано. Видите, и многие представники, оказалось, этой школы, вони, кажуть, хто в Британії працював, но англосаксонців, вони ірландці, так, у Вені габреї, євреї. И я думаю, что это, видать, вельми не выпадково, потому что, видите, это есть погляд сбоку. Разумеете, то есть, когда мы погружены вельми в свою этничную ситуацию, свои национальные мифы, мы не до конца можем отрефлексировать те значные змены, которые отбываются в нашей национальной этничной истории. А тут все-таки оказывается вельми важный погляд сбоку. Ну вот, разумеете, эта концепция этой школы вельми добро прикладается до ситуации 19-20 століття, в принципе, до объединения наций, что любая нация конструируется, так? Але мне подалося, что вельми важно и вельми цікаво, что эта концепция так само працує на уровне старожитной истории. Потому что вот эти вот генцы, племёны, які якби присутнічають у римському дискурсі, це справді оті маркери, про які я ще вам казав, ну и высветляется, что мы можем сказать, что Флориан Курта, он, в принципе, так само належит до этой школы, ну, ее еще можно назвать вот этот такой подвид, умовно назовем, инструментализм. Так? Инструментализм, який якби, ну, по-разному есть дискуссии, альбо не импликуется, альбо не побач с конструктивизмом находится. И, видите, в принципе, сапраўды можно паспрабаваць на базе археалагічнага матэрыяла, плюс выкарыстоўваючы антычныя, ну, скажем, византийские, античные, так само византийские крыніцы, можно сапраўды показать шлях вот этого конструирования. И когда вы будете вывучать, ну, знаёмиться за ранней историей средневечной Европы, вы сапраўды вы здзівіцеся, наколькі лёгка пераходзяцца все гэтыя маркеры этничности. Они легко изменяются. На европейском материале это, видать, можно сказать выдатно. Ну, возьмите Аттилу, Хунны, там так. Ну, там я бы лично все это близко до тюрков. Но тем не меньше, Аттила входит у старожитный пантеон в Угорске. С пункту гледжання, разумеете, с пункту гледжання сучасної, якби, етнології, в угорці і гуни вельми різні народи. Так, ну, які би себе там калімона, вона справді належить до мовної алтайської сім'ї. Але сьогодні у Угорщині вельми шмат людей, які мають ім'я Аттила, і Аттила входить у угорський родовод. З іншого боку, коли ви візьмете старожитну германську традицію королівського іменно слова, вы здивитесь, оказывается, по старожитной германской традиции, германские короли, их отлик так само идет от Аттилы. И вот тут штука такая, что оказывается, уразумение, ну давайте скажем, внешнего назиральника, вот этих византийских альбо римских авторов, речь в том, что для них некий этнос, некая супольность этничная, это генс, как они вызначают. И войско это вельми часто синонимичная речь, разумеете? Ну, тоді, в принципі, зрозуміло, чому так античность, этничность может переключаться, потому что войски
от гэтых правадыраў, яны фармаваліся з вельмі розных этнічных кампанентаў. І ведаеце, ёсць там гісторыі, разглядаюць гістарыяграфію па готах. Быццам бы ёсць такая некая цэльнасць пэўна. Пачынаць аналізаваць, так там гэтыя готы дробяцца настолькі як бы пад структур, і все так ці інакш яны звязаны з вайсковай арганізацыяй. Але што такое вайсковая арганізацыя ў старажытнасці? Гэта якраз сацыяльная арганізацыя. І вось прыхільнікі конструктивистских подходов. Я вам обозначил сегодня этот центр, это Венская школа исторической этнографии, и она сегодня влюблена денчу, Венус такое имя, типа прозвище двозначное язык представников, и она как раз ну, не робит знак ровности, але звязывает поміж собой этничные и социальные процессы старожитности. Ну и ведаеце, наколькі гэта можа працаваць на прыкладзе нашых тэрыторый. Альбо па-іншаму на пытанне, наколькі можна канструяваць, што мне завісло. Я хотел иллюстрацию показать. Проснулся. Ну не иллюстрация, просто портрет. Давайте мы вернемся теперь до наших обшаров. Я вам хочу рассказать. Нет, это Гуревич. А мне, знаете кто? Мне потребно Гудавич. Вот. Эдвард Гудавич. Значит, что вот, он пишет, он, ну, видите, это как бы одна з зорок сучасной литовской историографии. Человек, который походит вот, с Кулна, ну, как бы с твердыни литовской думки, литовского национализма. Хотя прозвище у него не цікаво, Гудавичус. Гуды. От Гуда. Кто такие Гуды для литовцев? Ну, как бы да. Але там, на самой справе, схема больше складана и цікава, что любые, как бы, кто на усходе, то есть для Жамойта, а у Кшталь так само. Ну, это, конечно, еще на уровне 19 года фиксуется. Ну, то есть я до чего-то все распоминаю, что это как бы складанные, как бы, ну, складанные компоненты свядомости. Все в этом присутствует. Значит, он має інженерну едукацію, спочатку базову інженерну едукацію, але ні, він потім скончив і отримав історичну едукацію, я пройшов всі ці ступені реабілітації. Ну и ці бачили ви, вот его большая книжка, опошні годы подошел от таких дробных томатов, он уже не пишет тексты, там малые выступания на конференциях, он просто пишет такий синтез истории Литвы. И первый том по 16 году, по Люблинскому включно. И Гудавичус знакомит еще был у советской историографии своей концепции оды. Ну, обмежеванного алода. Да? То есть вот, для его как раз вельми цікаво, было вельми важно показать в этом, то есть он шукал вот этот балтославянский антагонизм, это мне Коране перед Великого князя Литовского, и он хотел это показать на прикладе того, как працують вельми по-разному социальные структуры у этих ровных этничных супольностей. И он пишет, что тут час, как славяне, жили своими вот общинами, ну, громадами. Так? У Литве, ну, в его разумении, развивался зовсім інший соціальний лад на базовому уровне. Он пишет про то, что эти люди были незалежными от общины, бо они вели свою, они имели свою землю. Вот ода, ну, альбо по европейской терминологии обмежеванный алот. Земельный участок был замацованы за ими навечно. Ну а у селян, а у славян как бы таким головным уладальником, верховным была община, ну а потом
ті державні структури, які возникають. Литовський орден возник в тим ліку, його концепції, під впливом скандинавського ладу, бо нормани, вікінги, вони якби жили цими човнами, дракарами, тобто навколо одного дракара відновилася некая супольність, яка йшла з одного певної землі, і от вони эту схему переносили и на Балту, по дню Первого Балтийского моря. Ну и он пишет, что вот этот процесс федерализации связаны непорывно, что, мовляв, вот на Литве эта федерализация отбывалась таким больш свободным або незалежным чином у відрознення від славян. Ну, видите, что тычется... Ага, то есть он проводит, разумеете, он проводит розницу этничную и социальную, что поделяло славян и балту. Этничную, все-таки он пишет. Потому что на сегодня мы видим, что у старожитности, окей, скажем, на початку первых тысячелетий нашей эры, я как лингвисты, этничная розница поміж славянами и балтами, ну, была настолько минимальна, что их на вот объединовывают одну балто-славянскую группу, а есть еще, был такой, может быть, вы чули, блискучий, я так меркую, белорусский лингвист, Мартынов. Одессит, он там отрывал эдукацию в Одесских и Львовском университете, там працевал, вот его как бы в конце 60-х годов я кинули на подмацевание у Минск, треба створать школу славистики, чтобы было, а она что-то славит. И вот что он показал, что в Угле, может быть, его больше радикально изучить этой концепции, но тем не менее он так сказал логично, что славяне это в Угле маргинез заходит Балту. Ну, прославяне, да, я неправильно кажу, типа просто славяне это маргинез заходит Балту. Які почкалися від заходних Балтів, народу, які ми можемо ідентифікувати як пруси, під уздением альбо италиков, альбо кельтов, вот, этой мовы. Ну, италики это оттуда, откуда просто латина развилась. Так что снова я вам повертаюся до тези, що мовні суперечності, вони існували, ну, мовна розниця існувала у старожитності, але вона не было маркирующей за одной вельми важной правкой. До з'явления письмовой нормы. Разумеете? Вот письмо, когда з'является письмовое письмо, оно радикально изменяет ситуацию. И мы маем эксперимент византийский. Вот мы с вами можем сейчас про Курту, а теперь давайте пригадаем про походження сакральной славянской мовы. Она стала так сакральной. Это был чисто византийский эксперимент. Кирилл и Мефод жили у Салониках, но где быцем бы справді було шмат славян, и Византия, протягивающая свою традицию вот этих цетликов, размеркования, дал им загад, император, сконструировать славянскую мову, литературную, письмовую, сакральную, для переклада Библии. И они берут, ну, быцем бы, давайте так скажем, словництво той, яку ми чули, яку ми можемо позначити як славянське, терміни, які отсюда, конечно, включаются грецкие, латинские термины, некоторые, бо той час официальной мовой Византийской империи была латина. Грека стала только с 9 столетия. И они берут, ну, грамматики нема. И что они берут? Они просто берут грецкую грамматику. Разумеете? То есть они берут жесткий конструкт грецкой грамматики и наполняют его, ну, как бы вот по их меркованиям славянским гучанием. Вот он и есть славянская мова. То же самое в германские мовы, потом так, нормы литературные, давайте, я выполняю, конструировались на базе грамматики латины. То же самое отбывается тут со славянами. Так что, про что я вам рассказываю? До заявления письмовых норм. Мовные переходы, они были вельми, ну, такими нескладанными, так?
Існувала эта мовна родиця, і, до речі, одним з важливих факторів, ну, предметом існування якраз є топоніміка, а ще, так сказати, гидронимика. Вы видите тоже такое огульное место, что принаймні по Памлочній Прип'яті на нашій території Білорусі, особливо коли брати там Вітівщину, Памлочну Мінська, панує балська гідронімія, а гідронімія – це назва гідронімів, рек, озер, она наибольш консервативная, она наибольш заховывается. Ну, вот там на усходе Витебщины мы еще маем цікавый такий приклад, коли до балского корня, там славянский суть долучается, мы можем процесс культурации, да, все-таки просочить. Ну, а славяне уже, видите, что уже была как бы письмовая форма штучная, а літературна норма, она завжди відрізняється від літератури. І ось, в принципі, Гудович, ну, так само, як би стоїть на позиціях конструктивізму, подкресливаючи переходний характер этих этничных и мовных ознаков. А он пишет по социальной русски. Вот этой громады общины. А что я вам хочу сказать? Сегодня практично уже доведено сучасним дослідчикам, что уявление про так званую славянскую общину – это настолько штучный конструкт и вельми поздний. И в принципе, на самой справе, ніколи не існувало. І навіть коли більше поширити, Арон Гуревич, это блескучий российский, антисоветский медиевист и историк, он показал аграрный индивидуализм Европы. Разумеете, люди, в принципе, не жили в вёсках старожитности. Ну, у нас вёска, он таким больше-меньше сучасному разумении з'явилася от Бони. Королева Бона, яка почала проводити валочну поміру у 16 столітті, регламентувала, хто кольки повинен нести службу, да, з Вологи. А так, ну давайте скажем, жили люди такими як би хуторами. І гэта вельми добре показано на археологічному матеріалі по Заходній Європі. Ну і в принципі, у нас нема таких археологічних матеріалів, ну, але ми маємо все-таки пізні дігіталітари 16 століття, і ми можемо просочити, як виникала якби сучасна вёска. А люди жили із-за Ливана, так, кожен на своїй землі. І от Маркова теорія, ну, я не знаю, коли хто учился на дисфаке, вот мне еще к нам выкладали эту концепцию Марковой теории. Марка, что такое Марка? Марка – это поземельная община. Это община, якой належит земля. Так? А якби она уже потом размерковывается поміж удельниками вот этого процесса землекористания. И я зафиксовал эту марку этнограф в 19 столетии от Имлику на Балканах. И что зробил Карл Маркс? Он генерализовал. Он поставил, показал, что он написал, и сверху, что как бы марка, ну, как бы вечно основала, она потом разлагается. А давайте вот, коли по белорусскому материалу, я вам могу привести только працу опушную, вельми серьезную працу Валентина Голубева. Такая отличная община. И он дальше зробил британцам Армагеддонскую працу. І что он робив? Я тогда покажу, что она до конца сам не осенцовая, какие важные речи он зробил, я так криху жартую. Он показал, что община формуется землевластниками и державой на вельми позднем этапе. 16, у нас, да, мы кажем по нашей истории, в районе 16-17 столетия. Наибольш выразно это община, присутствующая на восходе Беларуси, в Поднепровье. Почему? Театр войны. Там тримать войско. И там, знаете, не гроши придется збирать, а элементарно продукты как бы, поставлять. Разумеете? Община – это социальный инструмент цалком сконструйований. И я знов таки вертаюся до концепции Едварда Гудявичуса, який показує антагонізм балтославянським у раннем Великом княжестве Литовским. Он пишет про литовский оден и про славянскую общину. Ну, оказывается, что
гэта славянская община фікцыя. Так? Ее, в принципе, не існувало. Ну, але ну, той формі, як вона являється, ну так, окей, лепі сказати. А вже потім уже державі, землевласникам просто вигодній і колективну відказність накладати, і потім це нейка форма селянського самокерування. Ну, скористалися з тим, що община – це форма селянського самокерування, і там копні суди, так, які, до речі, в статуті так само прописані. І далі эту тему развили. Ну а что отрознивало выразно на уровне 13 столетия, там, я думаю, Балтов, 12-13 столетия, Балтов и славян на нашей территории? Ну, видите, мова, конечно, отрознивала. Але я вам повторяюсь, что речь в том, что славян, потому что они все мигровали сюда под тиском аварского каганата. То есть, вот, я снова вертаюсь до карты Курты. Ну, можно спричаться, и я так само, я маю критичные стрелы у адрес концепции Курта, але нам технологично вот она что совпадает. Он пишет, что чему формуются славяне? То есть, потому что их уявляют. Так? И для них вельми важно, что вот эта вот супольность, яка стоит на территории, что и их уявляют. Так? Вот, это есть размежевание, але не, навіть не столько по мове, а кольки по агульному тезничному уявлению про их место у этой части свету. Ну и коли приходят авары, седают, то есть фактично славяне с 5, 6, 7 столетия вот таки жили вот этот контроль в этой территории, Панонии, и они находились под уладою аваров, разумеете, и уже как раз тиск аварский примусил то насельство, якое мы визначаем как славян, вандровать. Одна частка пошла на Балканы, а другая частка на усход Европы. Але, коли у нас в полночи з'являється Скандинавия, скандинавская элита, так и в принципе, этой бедной территории, вздоль Днепра и Двины, особенно не были потребны. Они были бедные, они там ничего не могли взять. Они были для них важны как коммуникационный шлях на Византию. Так? И вот парадокс заключается как раз в том, что скандинавы переносят культурную и мовную модель Скандинавии на нашу территорию. Так? Довольно на сход Європи, ті на ту частку, яку потім, ну, яка називається Русь, вот это вот роті, от вісляров скандинавських. Так что и Русь, ну, вы разумеете, думаю, да? В принципе, это абсолютный культурно-социальный и политический конструкт, разумеете? Ну, а что вырознило уже славян на нашей территории перед возникновением Великого княжества Литовского, конечно, они имели литературную норму мовную, якая як можно мерковать, вельми значно отрознивалася вот эта славянская мова, якую потом называют церковно-славянской, так? Якая вельми моцно отрознивалася от говора. Вот эта мова, это конкретно, это мова одной мясовости, Охрид, ну там болгары с македонцами спрочаются, но это значит, ну, сегодня пишут, что это македонская оговорка. Та маленькая частка македонской оговорки, яка была Кириллом узведена на уровень мовной нормы. Так? У славян есть мовная норма, что отрознивало их вельми выразно от балтов. Ну вот еще что, когда славяне мигровали, скажем, с Центральной Европы, и они приносили уже, видите, некое знакомство с цивилизацией. Они видели, что такие города. Видели
той прийом організації гандлю, не видали гроші. Чого не видали Балти? Усходні Балти, от від заходніх от русов. Чого не видали Балти на території? Вот тому я якраз і думаю, що врешті-решт на нашій території, ми будемо брати північно-західну територію Білорусі, все ж таки перемогла мова, яку сьогодні по лінгвістичним критеріям визначається як славянська. Так, сябри, я вже, видать, перебираю свій час. Как бы вот головный месседж, да, головную идею, какую я хотел донести, что все-таки то, что мы ведаем со старожитной истории, и когда мы осенцовываем, систематизуем эту веду, мы приходим до высновы, что оказывается, этничность не есть вечно даденной категории. Оказывается, на противодовой истории она подлегает трансформациям, зменам і навіть переключенням, як тумблер. Ви розумієте, мовний код можна переключити. І це показується на прикладі старожитної історії. Тому, все ж таки, гентес. Гентес – це що? Це створення інших. Так? Як бачить ваш народ, ваша супольність, інші супольності, які, давайте вже не політкоректний термін, знаходяться на більш високому рівні розвитку. А етної, ці території, населені неясними народами, це так само все римська термінологія. Так ось задача Рима і потім Візантії, як Усходньої Римської імперії, було зробити з цих етної, зробити гентес, зробити народи, яких вони, окреслити, яких вони розуміли, і з якими можна вести, організовувати стосунки і контакт. Може бути, це вас розчаровує і трохи поокритить, але мені здається, для супольності письмових, тих, які ще не створили свого письма, цей принцип на прикладі Європи працює. Дякую. Дякую за вашу увагу. Я не вельми вас разочаровал. Но я не знищил этничность. Я просто сказал, что история этничности, она на самом справе больше складана, чем вечная даденность. Так? И тому мы бачим, что этничные змены отбываются на протягу всей истории человечества. Дякую, сябры. Может быть, у вас могут быть некие питання, ті слово в дискусію. У мене питання, може бути. Я, може, не надто добре зрозуміла. Ви казали, що до нейкага часу няма нейкіх археалагічных магчымасцяў, нешта даведацца пра гэтай тэрыторыі. Так? Не, я казав про які території. Про нашу. А, про нашу? Не, я не так сказал. Я, видите, что сказал? Я сказал, что, может быть, я... Просто на что абапіраецца той самы Курта, калі гэтых звестак няма, напрыклад, археалагічных дадзеных, на што ён абапіраецца, калі ён там, свою концепцию раскрывает. Нет, археология это расхапает. Что вы? Археология масса артефактов. И по нашей территории, и по Панонии, и по Балканам. Есть, знаете, завжди знаються археолог, ті історики, які скаже, вот я лечу, я бачу, что вот эта археологическая культура, это есть славянская. Так вот я что хотел сказать, что по отличию от інших индоевропейских народов Европы, вот эта археологичная идентификация, это славян, типа початковых славян, она самая проблемная. Да, то есть мы не можем вельми певно, вельми конкретно, докладно, на уровне огульно прийняти, вот так я бы сказать, привязать
третьей іншей культуры до славян. Есть только одна культура, это вот пражская. Так? Такая больше-меньше, ну не больше-меньше, это реально, да, уже в принципе есть консенсус, якую зв'язують со славянами, і вона якраз трапляє от на той період, про який пише Курт, так? На період формування славянства, якою можна вже ідентифікувати у тим ліку на базі письмових найперших візантійських документів. Можно назвать вашу концепцию этническим конструктивизмом? Ну, знаете, тут не столько моя концепция, я презентовал погляди різних істориків, етнологів, по яких, видите, і сьогодні відбуваються вельми живые, активные дискуссии. Ну, конечно, это конструктивизм. Ну, кстати, Курт, да? Да. Но у него еще, видите, его еще называют, навіть не только конструктивизм, его еще называют инструментализм. Это как бы еще больше взмацняя, подкресливая конструктивистские подходы Курта. Но раз вы не дали никакой критики этим концепциям, а концепции эти очень шаткие, то значит вы с ними согласны? Ну, як такой ход интеллектуального думки развития, я думаю, да, что они дают нам вельми важный методологичный аппарат, який, в принципе, дозволяє, вот для меня, эта концепция Курта, она не столько важна для вникнения славянства, потому что я, так щиро сказать, мне здається, Курта книжка вульгаризует. То есть на самой справе там ситуация, особливо в Панонии, вы знаете, про Панонию каждый 50 год ходил некий черговый народ. Там настолько все перепитано и забыто, что я не упевнений, що вона видатно працює на уровні всей Панонии и вот этой славянскости початковой. Хотя там є вельми важний ход, він показує, як інші іншомовні народи, ну, дорогі не народи, супольності, ті ж анти, їх не лишили славянами початку, а потім вони робляться славянами. Так? То есть это как бы вот это везде відбувається. Але для мене важливо, як концепція Курта, методологічна, вона вельми добре працює в нашому регіоні. Вона показує, что такое Русь. Да? То есть мы можем его выкрыть для формирования Руси. Но это абсолютно штучный конструкт, разумеете? Але нет, ну, Русь была, потому что были монахи, которые сидели в монастырях, да, и писали про эту Русь. Так, я свидом. Были Рюриковичи. Это что? Это была не династия навод, а семья князская, которые размерковали поміж собой это уделы. Значит, они были затекавлены в основании этой Руси, они ее конструировали. А вот чем эти выродки, эти Рахволодовичи, они квази-Рюриковичи, так? Потому что они выпадают ситуации размеркования этих уделов. Так? Ну, як зв'язок. Вот, видите, эта концепция працює на зв'язках. Есть такие дослідчик цікавий, может быть, вы чули, Алексей Кибин. Это петербургский автор. Он похож на белорус. Ну, батька его, значит, белорус, вот где-то там вот с-под Дятлова, а мать там где Сибирь. Вот. Ну, такие петербургские индивиды. До речі, користається, послуговується білоруською мовою. І от його опошня книжка, і наколькі я відео вона рихтується білоруський переклад. І він показує, що є свяги, а за свягами так само вельми велика проблема, як і ідентифікувати, куди їх пришпилити. Ну, от, якби пошли в летописів, якби їх лічать заходніми балтами, але ця проблема, якби, це частка прусів, это поруч с прусами складають в эту свяжку супольність, захуднібавську супольність. Так ось, видите, я
давайте я короче, утрирую. И он просто показывает, что, ну, он доводит, что и цвяги, в принципе, так само такі конструкт, і гэта нешта можна параўнаць з казацтвам запорожскім. Только больш позні час. Запорожские казаки 16-17 стагоддзя, які прыступаюць на арене гістарычна, а вот таким як бы военно-социальным слоем, таким, я не ведаю, рабовников, пиратов, вот как раз и могли быть связаны. Ну, так само скажу, что это концепция спрычная, ну, кстати, она неоднозначно принята, ну, там у него есть цікавые подходы, и вот такая Алла Квитковская, археолог была, она раскопала у нас каменные могилы, почему так называется, потому что похования грунтовые, она кладена каменная на поверхне земли. Потому их так и называли. Вот я как раз ее было уявление, что это протяг этой цвяжской традиции. Это понимание, конечно, так? Протяг этой цвяжской традиции. Но она доводила, а я разумею, что это по инвентарю, этой каменные могилы у нас идут у понимания, ну там ледьвами до 16 столетия, и могли основать и цвяги, як этнічна супольність в этом часе, вельми сумнівно. А вот когда мы берем концепцию кибеня, ну да, тогда можно сказать, что ты некие культурные отрозники утовались в этой супольности, в принципе, они могли даже. Так что я бы так, может быть, вельми долго отказываю на ваши питания, реплику. Я думаю, что концепция культа вельми цікавая. Нельзя сказать, что она выдатно працует на початковому матеріалу для задання на стіні славян, але мені здається, що вона добре прикладається до нашей территории. Если вы мне дадите 5 минут, то я разгоните культуру. Да, я не только к культу, но весь этот конструктивизм, ну да, проверну полностью. Можно сначала я проверну? Да, ну пожалуйста. Можно? Ну, конечно. Концепцию Флориана Курты дополнили и расширили, и этим расширением и дополнением практически уничтожили хорватские историки. Они исследовали формирование хорватского вот этого этноса и державности. И они показали на примере хорватов, как этничность формируется и какие у этой процесса формирования этноса есть закономерность. Во-первых, они указали, что хорваты пришли на на территорию, которую сегодня занимают, где уже были остатки иллириков, разгромленных этими же аварами. Потом легенда появления славян, вот у хорватов, они пришли из Татр, пришел белый хорват. А у чехов точно такая же концепция, только чехи пришли с Адриатического моря и пришел туда к чехам тоже белый хорват. И у чехов хорват фамилия есть. То есть они как бы каждый друг с другом отождествляются. Хорватия оказалась между двумя центрами власти, Павла Великий и Византии, между двумя молными частями, латиница и греческий, между двумя центрами сакральными, Рим и Византия. И там они сформировались вот по этим закономерностям. И первые надписи на хорватском языке были на глаголице, потом появились на кириллице. И вот это вот, а потом они, ну, их подчинили другие, но они епископа получали из Рима, а должность получали из Византии. Вот это вот на помежье находясь, и таким образом формировалась хорватская нация. Там и имена такие же, как у нас: Степан, Вышеслав, Пшемысл. И точно так же формировались семьи. То есть эти закономерности, может быть, Флориан Курта и указал, но они дополняются живой жизнью, которая происходила на этой территории. Здесь не конструктивизм, да, их не было, этого этничности, но по закономерности она сформировалась. И теперь эта этничность вечна. Но тогда ее не было. У нас Максима Крещукурозная, мы, может быть, по хорватскую историю читали, потому что хорваты, в принципе, разумеете,
Целый фильм, были славяне. Целый фильм на Биостат History показали. Я читал І фильм. вони спробували славяне, коли з'явилися хорваты. Для них это самая главная проблема. Коли еще не заявились, и они не смогли отказаться. То есть, коли, ну да, они кажут, да, вот видать, что Не раньше 7 века. да, да, где-то на 8-8 столетия, там, может быть, да, хорваты стали называться славянами, ой, да, наоборот, славян, гэты частки Иллирии стали называться хорватами. Так для меня, как раз, приклад хорватов, это как раз он подмацовывает концепцию курты. Потому что вот эти жупаны, ну, керамики этой супольности, они, в принципе, придумляли, они створались, ну, они спочатку створали свою ладу, мацовали, а потом они почали придумлять вот эту легитимацию свою. А ті пункти, які входять у передачу трансляції етнічності, обов'язково входить легенда про походження. Так? Для любого етноса. Коли він уже більш-менш набуває який виразний рис, вельми важно, от у старожитності є легенда про походження. І, в принципі, ті ж хорватські історики, то ли в тому фільмі, про який ви розповідаєте, показали, що да, що треба було, якби, потребовать, конструировать вот эту вот легенду походження хорватов. Ну, тут, правда, вот видите, тут еще есть один нюанс, який вельми важный, який не може трапить цілком компетенцию концепции курта, скажем так. Речь в том, что вот эта хорватская история, это уже история письмового часу. Ну, для хорватов, да. Разумеете, а там уже працюють трохи інші механізми, і я, до речі, думав, скажете, не скажете, ви сказали про Глаголицю. Да, все рація. Так от, сьогодні історики мови, лінгвісти, якраз найбільш пошли на версію, що Кирилл и Метод, ну что они сконструировали? Они как раз придумали глаголицу на базе вот этой вот трансформации грецкой азбуки. А уже их наступники, двучники, спростили, да, глаголицу довольно складно, спростили и створили кириллицу, яку назвали в гонор своего наставника. Але чему это важно, что как раз глаголица, она как бы вылучала, то есть глаголица функционовала у хорватской церкви, ну давайте, в принципе, до конца 19 столетия. Как реальное, да, письмо. И вы заходите сегодня в хорватские костелы, вы еще побачите там, где старожитные надписи, они все идут глаголицы. Так вот, для хорватов как раз глаголица, потому что это католический народ, так? А вот эта глаголица была вельми такой важной отметностью, они ее взяли. А это так само все конфликт. Разумеете? Так что, ну, мне подается, окей, буду тогда щирым, мне подается, что обидвиг этой стратегии, Да, вот и конструктивизм, и примордиализм, да, и они имеют вниз. Так? Потому что я за згодный, что когда я правильно схопил, когда как нечто сконструировать, то все равно треба, ну давайте не скажу, некий материал этничный, так? Але якби вот гэта приклад историчной истории показывает, что можно якби математикировано включать вот новые, долучать до этого ядра, так, некие іншие, навіть іншомовні, інші культурні супольності, так, і формувати. Как бы векторы развития, а у хорватов так они с двух боков. Да. У вас питання? Да, я хочу, прошу прощения, задать вопрос в другом ключе. Я просто этнолог, и многие вещи с точки зрения этнологии выглядят достаточно спорными. Во-первых, на мой взгляд, один из основателей конструктивизма Бенедикт Андерсон, американец. Ну, как бы с венской школой достаточно спорно связан. Во-вторых, Гелнер и вообще работы по типологизации теории этничности, по примордиализму, конструктивизму и так далее имеет
значение скорее как сугубо штучная научная конструкция, ибо, как вы правильно сказали сами, ну, во-первых, примордиализм никогда не говорит о вечности существования этноса и этничности. Все классические работы примордиалистские как раз говорят об эволюции этноса, и советский примордиализм в лице Брамлея и многих проектов советских, это как раз попытка, например, взять сибирские культуры, преднародные или народные, и из них сформировать советскую нацию. То есть как раз они абсолютно не отрицали эволюцию этничности, а наоборот считали, что таковая должна быть. Просто основной упор делался на существование исторических причин, корней и оснований для формирования этнических общностей как таковых. И поэтому слово конструктивизм использовать просто как конструкция. А что такое этничность? Этничность – это форма социальной организации, одна из форм, не так. Следовательно, этничность есть социальная конструкция. Совокупность людей, объединенных по каким-то этническим признакам. И, следовательно, это и есть социальное строительство, конструкция и так далее. Поэтому я бы не стал делать вот эту противоположность между примордиализмом и конструктивизмом. А, во-вторых, есть такое понятие периниализм в рамках примордиализма. Это такая концепция, которая вообще защищает идею существования в античности и в средневековье, этничностей, этносов и даже наций. Классический пример еврейства, библейское, которое просто насыщено, библейская терминология, это просто этническая терминология. И античных греков, да, в принципе, напишут, да. что все прикметы нации на самой справе о этих полисах античных они не снуют. Поэтому, здесь, во-первых, на мой взгляд, нельзя противопоставлять, это одно другое дополняет, а само понятие конструктивизма в данном случае применяется скорее для регионов постколониальных, так называемых, это Юго-Восточная Азия, Африка, где как раз реально происходило создание из пазлов совершенно разных, Индонезия, классический пример, современные новые народы, нации, государства, последние, которые возникли в мире, которых ООН признавала, которых объединить-то между собой сложно. Там языки принадлежат к разным языковым семьям, и люди вообще живут разными условиями. Одни торговцы, другие земледельцы, третьи рыбу ловят последние 150 тысяч лет. И когда из них конструируют, это и называется конструктивизмом. А когда, совокупность людей, которые разговаривают на более-менее одинаковом языке, которых кто-то назвал литвинами, потом вдруг стали называть белорусами, и мы до сих пор разговариваем, видите, вы на белорусском, я на русском, хотя я могу на белорусском, а вы явно на русском, но тем не менее мы же не русские, и язык, опять же, такой критерий, очень политизированный. И примеров европейских очень много. Скажем, есть куча диалектов немецкого языка, которые гораздо ближе, например, голландскому или другим вариантам, скандинавскому, шведскому и тому подобным, но которые считаются диалектами немецкого языка, и которые очень сильно отличаются от немецкого. И есть варианты, когда есть куча разных совершенно языков, диалектов, которые можно назвать языками. Язык — это вообще очень политизированная вещь. Очень политизировано и всегда связано с формами государственных образований. Прото, псевдо или каких-то еще, но всегда государственных. Элиты всегда используют языки для маркирования, это 100%. А люди ведь общаются в реальности, и есть общежитие студентов, имени Патриса Лумумбы. Это узус называется, то, что узус. Да, реальное функционирование языка. И оно совершенно другое. Люди могут находить общие контакты даже на фоне символикой пальцев и кого-то еще. Поэтому язык, особенно в таких вещах, где практически нет письменных источников, а где письменные, это тем более 100% политизированная вещь. Поэтому здесь очень сложно говорить о конструктивизме как таковом. Социальное конструирование этничности – это нормальный процесс, который абсолютно не отрицается примордиализмом, а наоборот поддерживается. И один из признаков классических, который Сталин вписывал вслед за Марксом и немецкими социал-демократами и специалистами в этой области, это представление о общем прошлом, представление. Понимаете? Не прошлое общее, а представление. Мы представляем о том, что у нас был белый хорват,
какой-нибудь хан Узбек, Атила или кто-то еще. В нашем Ну, случае... идентичная легенда. Образцова для совершенно, любого да. народа. Но да. это не конструктивизм. Это просто, ну, как это называется, два слова похожие, ну, по звучанию, но разные по смыслу. Процесс конструирования этнической общности и конструирования людей, не имеющих абсолютно никаких общих черт, это разное. Вот в Индонезии это конструктивизм, у нас это нормальное функционирование примархистских концепций, или их просто в каком-то облегченном или измененном варианте. Это просто эволюция этнической общности, мне кажется. Ну, ясно. Видите, коллега, я хочу сказать, что на самой справе особливо суперечности. Тому, что вы сказали вы зараз, и то, что сказал я, только просто... особливо суперечности нема. Один, что, вот я бы так на себя начал, один акцент и, может быть, одну розницу. Акцент такой, что вы, коли казали про конструктивизм, вы, конечно, имели на увазе проблематику модерных наций в большей степени. И вот ваш приклад с Индонезией, все правильно. А я, как бы мой месседж, да, послание было сегодняшнее, что оказывается, что мы можем знайти вот этот инструментализм и у данной истории, так? И он реализуется там з усім іншим механізмом, но мы так само можем поглядеть у старожитности, ну для нас это старожитность средневечья, да, там, что называется, это наша античность средневечья. Так само дейничали некоторые приемы инструменталистские, ну, какие, может быть, можно от левости по певному наближению разглядать в рамках школы конструктивистской. И вот, а ще з вами все-таки до конца не згодны мова. Что я вижу, что для нашего региона мова має вельми важное значение. И я бы сказал символично. И навіть не на уровне узуса. Справді, ви казали, що ви зараз на російському мові, я по-білоруському, але ми розуміємо, що належимо до одної супольності. Але символічне значення білоруської мови, ну, слухайте, а чому тоді упарто при всіх колоссальных идентичных проблемах подтримливаются обвески по белорусскому метрополитене? Только на знаковом маркировочном уровне. Разумеете? Не функциональным, а на знаковом. Не, я ни в коем случае не хотел бы выглядеть человеком, который отрицает это, но я хотел бы в таком случае обратиться именно к вашему тезису о том, что в данном случае наш спор бессмыслен, потому что мы оба принадлежим и вовлечены в эти процессы. А вот если бы кто-то со стороны, какой-нибудь иммигрант, лучше всего еврей из Вены, для которого это было все равно, они бы более объективно на это бы посмотрели. Нам кажется, что, безусловно, я не отрицаю, мне тоже так кажется, как представителю, ну, это даже правильно уже даже не могу, нации, безусловно, на мой взгляд, нации, но мы говорим сейчас о науке, поэтому говорим, мне кажется, что это очень важный маркер язык, безусловно. Но если мы говорим о, ну, так сказать, псевдообъективных научных каких-то прениях, то это очень политизированный маркер, и, скорее всего, он как раз используется как инструмент разными политическими группировками, которые пытаются объединить эти разные группы. Но мы выходим в постмодерн, в модерн, а речь идет о средневековье и так далее. Ну и легенды же похожи так само, вы понимаете, что они конструируются. Конечно. Вы разумеете, теперь мы уже про Полимона, то есть уже как бы у серьезных специалистов нема питання. Ведают, что Калима, кто придумал Полимона? Разумеете, его придумал в 15 столетии при дворе Казимира, у Кракове сидел представник итальянского отроджения, да? И вот ему треба было не размаркировать это народы, и он, в принципе, сегодня уже как бы польским доследчикам доведено, что он придумал эту легенду про Полимона. Так нельзя же путать конструирование мифов и конструирование этноса. А вы поглядите, почитайте литературу Михайла Литвина 16 століття, як вони ухопились за это, так? И за легенду про Полимона. И, в принципе, это абсолютно реально, можно сказать, это уже эпоха реформации Дорджини, разумеете? А реформация – это вельми пильна увага до мови, так? Треба вести катехизацию народа, так? Хотел бы обратить внимание, что все-таки вот я согласен с
моим, так сказать, духовным коллегой, с которым... Лев Кривицкий. Да, прошу прощения, я просто не знал. Что вы все-таки, на мой взгляд, путаете. В данном случае конструирование мифов в сообществе людей со сходными элементами материальной, частично духовной культуры, с общими какими-то элементами, это не конструктивизм как форма создания этноса. Это конструирование определенных социальных организаций. Я хочу сказать, что этнос нельзя сконструировать, невозможно. Он развивается эволюционно. Я как раз сегодня и весь час дальше, когда вы прогадаете ему промову, я казал, что на самом справе, особенно для старожитных эпох, социальное и этничное вельми непосредственно зв'язано. И вот вы как раз поставили свой акцент на эту проблему. Я целиком згоден, да. Не, просто еще раз пытаюсь подчеркнуть, что здесь получается какая-то игра слов. Я не хотел бы сбивать ничего просто. Но конструктивизм в этнологии, это рассмотрение, это специальные шаги по созданию из разных совокупностей людей, которых может вообще не объединять ничего, единый этнос и даже нацию. Мы говорим все-таки о людях-то, кого, например, Византии назвали славянами. Все-таки совокупность людей, которых что-то было общее. То, что мы вначале как раз вернее, в конце и подвели итог, что все-таки какое-то общее основание было. Да, я думаю, это самое слабое место концепции Курты. Я думаю, что могли основать некоторые, можно в этом ядры, некоторые мовные близкости, так скажем, потому что я не являюсь, як могла устроить якби одна мова, так, они там разные говорки, у досках можна відрознюватися, але було некое такое одно ядро. Інша річ, що колись послідав Курти, він просто показує, як вот гэта, або це певна уніфікація, да? Коли встановлюється улада, спочатку бікмена, да? А потім уже славяне беруть від готов запозичили слово князь, це, по-моєму, германське слово, так? І як вони якби поширають мінімально необхідну для мовної комунікації норму, так і назовемо. Ну а вже, ведаючи потім Кирилл і Мефодій, ми ведаємо, як вона була винесена на уровень літературної і сакральної мови. Позвольте все-таки дать критику этих конструктивистских мифов, потому что какие бы они ни были, и Андерсона, и Фрой, и Курты, и все такое, они пытаются создать иллюзию, будто бы, что этнос можно сконструировать. Это такое антиэволюционное, тем самым антинаучная, так сказать, система взглядов, что тут она рассыпается при самом, даже не пристальном взгляде. Я сам 40 лет отдал, значит, эволюционному объяснению истории. Понимаете? Ну, я и в других сферах философии работал, я сам философ. Вот. Значит, я опубликовал в Москве книгу «Универсальный эволюционизм», первый том, он посвящен истории природы. Второй том будет называться «Эволюционное объяснение истории». Так вот, поставим такой вопрос. Что нужно, чтобы сформировалась этническая общность? Общность этнических сообществ и так далее и тому подобное. Прежде всего, они должны жить рядом и общаться между собой. Без этого не возникнет ни языка, ни каких-то сакральных представлений общих, вообще ничего. Они должны бы хотя бы какое-то время обладать и какой-то хозяйственной общностью, какими-то приемами хозяйственными, или, значит, а эти приемы, они диктуются общностью географической среды. Понимаете? Вот сколько нужно факторов для того, чтобы начал формироваться и продолжал формироваться этнос. Что хотите, какая-то общность людей вообще. Если они не могут ничего сказать друг другу, у них не образуется никакого общего языка или общих, так сказать,
диалектов, каких-то общностей вообще. Началось фактически с образования огромной индоевропейской общности. Она пролегала по огромному пространству Европы. Все народы, которые жили в Европе, в Восточной Азии, в Иране, отсюда, значит, миграция ариев в Индию, они обладали языковой, культурной, значит, и даже в какой-то мере сакральной общностью. Возьмите, например, Перун, в Индии Варуна, ну и так далее. Можно привести кучу примеров, но мы утонем в Давайте только мы не будем новую лекцию сейчас открывать, Ну, потому я что у нас хочу уже сказать, время что, закончилось. Безусловно, и эволюционизм має місце, але еволюціонізм якби не зможе, коли знаходиться весь час пандемія еволюціонізму, немагчыма розтлумачити рывки, скачки. Ну вот Гумилев спробовал пассионарность, да, это дать, а это чистый примордиализм, да, про эту вечность этноса. А вот эта этнічні зміни, які ми назираємо у першій тисячолітті нашої ери у Європі, коли відбувається переход від римського універсалізму, да, от уникнення цих генц, мені здається, у рамках еволюціонізму ми не зможемо потлумачити. Дякую, Олег. Я думаю, что мы скончим на этом. Ну, Дякую. все да, дякую за вашу неподробную цікавість. Конечно, ті речі, які ми сьогодні з вами обучили, хоча не викликають полеміку в університетах Північної Америки, Вены и Москвы. Разумеете, так что, ну, это именно надо, что мы спрашиваемся про этот тему. Вот я бы так сказал, больше слова.